1187 году мусульманская армия штурмовала ворота Иерусалима. Во главе ее стоял Саладин, самый могущественный лидер, какой когда-либо был у мусульман. Внутри священного города среди христиан царила паника. Матери отрезали волосы дочерям в надежде, что солдаты Саладина не станут насиловать их. Монахи прятали священные иконы. Им было чего бояться. 88 лет назад мусульманские предки Саладина потеряли Иерусалим в кровавой битве против иностранных захватчиков. Эти захватчики убили всех в священном городе во имя своего христианского бога. Убивая, они выкрикивали «Такова Божья воля». Они верили, что исполняют волю Господа. Но они убивали всех подряд. И лишь победа утверждала, что такова Божья воля. Бойню устроила новая католическая армия, призванная на борьбу Папой Римским. Любой, кто не был христианином и считал Папу Римского лишь главой церкви, объявлялся заблудшей душой. Его убивали не как человека, а как того, кто потерял свою душу и перестал быть человеком. Резня 1099 года ознаменовала кульминацию того, что было названо Первым крестовым походом. Захват Иерусалима во время Первого крестового похода был ужасающим. Море крови было пролито без всякой причины. Массовые убийства были продиктованы не военной необходимостью, а лишь для того, чтобы вселить ужас. Бойня Первого крестового похода никогда не будет забыта. Теперь Саладин был готов возвратить мусульманам священный город. Как освободителю Иерусалима Саладину было гарантировано место в истории. Но легендой его сделало то, как он отнесся к христианскому населению города. Саладин решил не омывать улицы Иерусалима христианской кровью. Он предпочел розовую воду. Мусульманские солдаты направили свою энергию на то, чтобы очистить святые места. По приказу Саладина потомкам первых крестоносцев была дарована жизнь. Саладин заглушил яростный зов мести. Захватив город, он сказал, никто не будет убит. Он запретил резню.
Саладин решил преподать крестоносцам урок. Пощадив жителей захваченного города, он показал им превосходство своей веры над верой врага. Таков был урок, полученный Иерусалимом в 1187 году. Впервые за 88 лет мусульмане могли молиться в Иерусалиме. Нет ничего сравнимого с победой и возвращением своей когда-то утраченной земли. Иерусалим был братом Мекки и Медины. Будучи арабом и мусульманином, Саладин испытывал необыкновенный подъем сил. Теперь он стал истинным лидером всего исламского мира. Великодушным жестом Саладин подарил мир Иерусалиму и стал величайшим святым воином ислама.